Государственный ансамбль песни и танца Республики Осетия готовится представить зрителям новую программу «Под небом России». Она основана на музыкальном, песенном и танцевальном материале центрального и северо-западного регионов России и показывает разные пласты русской самобытной культуры. На генеральной репетиции побывала Анастасия Тюрнина. Новую программу открывает композиция «Красно солнышко». Весь музыкальный репертуар – это популярные русские народные песни, лирические, плясовые и частушки. Номера до более знакомые русской душе. Здесь мы все-таки обращали внимание больше на фольклор. Процентов 70 будет точно фольклорного материала. Естественно, он обработан, стилизован уже для современного слушателя. И процентов 90 будет действительно реально нового материала. Конечно, будут несколько номеров из старых программ, которые именно входят в контекст программы «Под небом России». Вот мы решили их именно показать, чтобы дополнить общий объем программы. Впервые за много лет в оркестре Осетия заиграет гармошка. Ни в какой программе этот инструмент ранее не звучал. Балетная труппа на сцене появится тоже в новой роли. Профессиональные танцоры возьмут в руки народные инструменты – рожки, ложки, жалейки и даже пилы. Лирические хороводы, кадрили, игровые танцевальные композиции, разудалые, плясовые ставил Андрей Пономарев, балетмейстер из Архангельска. Кстати, в программе выступят и новые артисты, выпускники колледжа культуры и гимназии искусств. Это не те программы, которые делал Виктор Петрович Морозов. То есть как бы это цельная программа из одного в другое, входящее, выходящее. Это как получается номера, которые устанет зритель, другой будем показывать. Премьера нового концерта Государственного ансамбля песни и танца Осетия запланирована на 18-19 мая. По словам руководителя коллектива, программа рассчитана на 5 лет. «Под небом России» уже ждут в Архангельске. На гастроли ансамбль отправится в октябре. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган.